Ненад Ковачевич, глава медицинского персонала клуба «Црвена звезда». Я не уверен, что многие в Казахстане знают, что вы раньше работали в Казахстане в футбольном клубе «Тобол». Можете ли вы рассказать немного больше об этом опыте и как это было? Прежде всего, спасибо, что вы приехали сюда. Большой привет моему бывшему клубу «Тобол» и всем людям там, в Казахстане. Да, я был в вашей стране и работал в футбольном клубе «Тобол» около года, один сезон. Для меня это был очень приятный опыт. Поначалу я ничего не знал об этой лиге, но я уже знал некоторых игроков, которые там играли, и они мне рассказывали много хорошего о ней. Для меня это был вызов. Когда закончился мой контракт в Маккаби Тель-Авив, в следующем сезоне я был свободен. А затем агент и бывший игрок Астаны, все его знают, он отличный парень и потрясающий вратарь Ненад Эрич. Они позвонили мне и попросили меня поехать в Тобол, чтобы помочь им, потому что у них были некоторые проблемы с организацией в медицинском персонале, а также помочь им улучшить медицину там. И потому что их целью было бороться за титул в том сезоне. У них была отличная команда. Много игроков с большими именами. Зоран Тошич, Душан Ювантич, Жарко Томашевич. Капитаном был Тагаберген, также Сергей Малый. А вы все еще общаетесь с этими игроками? Да, я все еще общаюсь с некоторыми из них. Не со всеми, но с некоторыми. У нас особо нет времени на это. У них там достаточно работы, они играют за свои команды. У меня также много работы здесь, в «Црвене звезде», особенно сейчас, когда играем в Лиге чемпионов. Сейчас групповой этап, формируется новая система, и это действительно непросто. Расскажите о том, что было, когда вы вернулись. Когда я вернулся, то пообщался с тренером, с руководством. Они знают меня уже лет 10. Я приехал сюда и сказал: хорошо, если я вернусь, нам нужно что-то изменить. Честно говоря, в начале у «Црвены звезды» не было хороших условий. «Црвена звезда» — крупнейший клуб на всех Балканах. Он выигрывал Лигу чемпионов в 1991 году. Это был исторический год. Здесь играло много великих игроков. У клуба большая история. Так что, когда «Црвена звезда» звонит вам, вы не можете сказать «нет». И когда я сидел с ними, я сказал, что хочу что-то изменить. Хочу сделать что-то, что запомнят. Я сказал, что хочу создать новые помещения, где игроки смогут проходить реабилитацию и быстрее выходить на поле. И мне дали зеленый свет. Все, что вы здесь видите, это по моей рекомендации. Благодаря моему опыту работы в Европе, здесь у меня все собрано. Это то, как должна выглядеть медицинская комната в профессиональном клубе. Можете ли вы вкратце рассказать, сколько это стоит? Возможно, вам не разрешено называть суммы, но это может быть полезным для клубов в Казахстане. Если честно, дело не только в деньгах. Моя рекомендация идет из глубины души. Я думаю, что в Казахстане нужно больше инвестировать в моих коллег. Прежде всего в знания, а во-вторых, дать им инструменты, которые им нужны, чтобы работать и улучшать свою работу. Потому что я действительно верю, что в Казахстане есть большой потенциал. Не обязательно делать как у нас, но можно сделать что-то похожее. Двигайте шаг за шагом, дайте им бюджет на один сезон, на следующий сезон дайте немного больше, чтобы в следующие 5 лет вы могли построить что-то хорошее. Каждый игрок, который приходит как иностранец в любой клуб Казахстана, должен чувствовать себя как в Европе. Большой клуб — это не просто название и платить игрокам деньги. Большой клуб — это когда у вас есть все возможности, чтобы игрок, который пришел, мог вырасти. В этом суть футбола.
Когда я поехал туда, для меня все было в новинку. Я поехал прямо из Белграда на подготовительный сезон в Турцию, чтобы встретиться с командой, посмотреть на них, познакомиться с коллегами. Но самая большая проблема была в том, что я не знал ни одного русского слова. Я мог сказать только «привет» и все. Поэтому вначале я думал, как я буду здесь работать. Они не говорят по-английски, я не говорю по-русски. И я думал попробовать говорить на сербском языке, может быть, мы поймем друг друга. Они сказали мне, все хорошо, будь спокоен, все тебе помогут. Тренер хотел, чтобы ты был здесь. В то время тренером был Москаленко, и среди персонала были очень хорошие парни. Они приняли меня с первого дня, и благодарен за это. Старался показать себя с лучшей стороны. Мне помогли и многие игроки, среди них Зоран Тошич и Жарко Томашевич, а также Юванчич и Аманович. Они очень помогли мне с языком. Они помогали мне общаться с некоторыми игроками из Казахстана, чтобы мы могли понять друг друга. Вот так, день за днем, работая там, я начал изучать язык. Честно говоря, меня немного разочаровало, что я там увидел. Я имею в виду условия, потому что в предыдущих клубах, где я работал, был действительно европейский уровень. Здесь же он был немного ниже, но я увидел большой потенциал, и я увидел, что много возможностей, чтобы выйти на этот высокий уровень. И затем мы были действительно хороши. Мы начали квалификацию примерно в июне. Мы вышли на первую игру против Гибралтара. Мы выиграли, выбили их из турнира. А затем нам не повезло, потому что нам попался Ференцварош. Это была действительно сильная команда. Но дома мы провели отличную игру. Я не ожидал, что мы играли действительно на равных. В Будапеште мы проиграли, но в то время это было ожидаемо. Могу сказать, что в том сезоне у нас были отличные результаты. Может быть, некоторые болельщики Тобола говорили, эта команда заслуживает занять первое место в этом сезоне. Я согласен с этим. С большим уважением отношусь также к футбольным клубам Астана или Актобе. Но я думаю, что тогда Тобол заслужил быть чемпионом. Это мое мнение. Возможно, мы проиграли несколько игр из-за того, что нам просто не повезло, но это тоже часть футбола. С игроками, которые тогда были, Тоболу нужно было стать чемпионом. И с одной стороны, мне было очень грустно. Но с другой, я старался смотреть оптимистично и говорил, что третье место — это тоже хорошо. Я подписал контракт на 1 год и действительно ожидал, что, возможно, останусь. Еще одна приятная вещь и причина, почему Казахстан навсегда останется в моем сердце, я встретил там свою жену. Как ее зовут? Наталья. Так что часть меня осталась там, в Казахстане. Может быть, навсегда. Казахстан останется в моих воспоминаниях, потому что я нашел там женщину всей моей жизни. И мне нравится их культура. На самом деле, я раньше не знал казахстанцев, но у них потрясающая культура, и все они очень хорошие люди, у них большое сердце. Они всегда хотят помочь вам во всем, что вам нужно. Так что эта часть жизни навсегда останется в моей памяти. Я думаю, всем, кто смотрит это видео, интересно, почему вы не остались в Казахстане. Если честно, я хотел остаться, особенно потому, что встретил Наталью. Я хотел остаться из-за нее, из-за нас, из-за клуба. Но в конце возникли некоторые проблемы. Мне сказали, что, возможно, мой контракт будет меньше, чем в предыдущем сезоне. Я, как профессионал, не могу такое принять. Затем поступило новое предложение, и мои агенты начали переговоры о возможном переезде в Астану.
Это был шанс остаться в Казахстане. Я действительно хотел остаться. Мой агент часто говорил с Астаной. Там уже тогда был тренером Бабаян. Я с ним виделся. Это действительно умный тренер, удивительная личность. Он знает, что делает. Он из тех тренеров, которым нравится европейский стиль. И я действительно хотел присоединиться к его клубу, работать с ним. А потом они сказали, что, вероятно, они меня не возьмут. Я спросил, почему? Какая-то проблема? Может быть, я недостаточно хорош? Я думаю, что я действительно хорошо работаю в Тоболе. Они сказали, да, все было отлично, но некоторые тренеры считают, что, возможно, у вас недостаточно квалификации для Астаны. Я принял это нормально, но я не сказал им, что у меня в то время было предложение от Цервеной Звезды. Я хотел дать им шанс поговорить с ними, чтобы, возможно, остаться. Это было достаточно неприятно, когда вам кто-то говорит, что у вас недостаточно квалификации, возможно, они не следили за вами. Возможно, в противном случае они бы так не поступили. Они не увидели, в чем заключается моя миссия, моя стратегия. Наш канал популяризирует казахский язык. Можете вспомнить какие-нибудь слова на казахском? Может быть, вы используете больше русского? Ну, давайте попробуем. Один из моих игроков научил меня одному очень плохому слову, но я не хочу его говорить, мне будет стыдно. Куда бы я ни пошел, в каждой стране тебя сначала учат плохим словам для развлечения. Что касается русского, я могу на нем говорить, но не на том уровне, на котором хочу. В отличие, например, от моего знания английского языка. Я достаточно хорошо выучил русский язык благодаря Костанаю и Казахстану. Я горжусь этим. Думаю, там многие люди тоже говорят на русском, ведь так? Но, честно говоря, казахский язык для меня очень трудный. Я спрашивал некоторых людей, это сочетание каких-то языков или нет. Они пытались объяснить мне, что, например, он похож на турецкий. Но они говорили очень быстро, я не понимал и не могу повторить. Поэтому они сказали мне несколько плохих слов. Я могу их вспомнить, но не буду говорить. А такие слова, как салам, рахмет, да, такие слова я знаю. Вспомнил, когда вы сказали. Можете ли вы немного рассказать о городе и фанатах? Я знаю, что в Костанае они тоже довольно активны. Не поймите плохо, но у клубов, в которых я работал раньше, было много фанатов. И в Паоке, и в Маккаби Тель-Авив на стадионах по 40 тысяч мест. На каждую игру приходят 40 тысяч фанатов. Но, что примечательно в Костанае, среди фанатов Тобола, они никогда не сдаются. Может, туда не приходят, как в других клубах, по 40 тысяч человек, могут приходить 300 или 500, но они действительно поддерживают клуб. Неважно, команда проигрывает или выигрывает, они путешествуют ради команды, и они очень милые. Они не оказывают давления, они никогда не скажут тебе плохих слов, как можно заметить здесь, если мы проигрываем игру. Но фанаты Тобола удивительные. Я хочу обнять каждого, передаю им привет. Они навсегда останутся в моей памяти. Я надеюсь, что Тобол вернется и однажды станет чемпионом. Это то, чего я действительно хочу. Если говорить о Костанае, это очень хороший город. Но я не ожидал, что зима такая холодная. Это было действительно забавно. Когда мне сказали, что там бывает минус 40, я сказал, как вы там живете? Для меня это было шоком. Вы испытали это на себе? Да, впервые я испытал подобное именно там. Я прилетел в Костанай, мы ждали такси. Приехала очень старая машина «Лада». Я спросил водителя, на этой машине можно проехать через этот снег? Он сказал, да без проблем. Я думаю, этот водитель может ездить в Формуле 1.
потому что на дороге повсюду был лед. Я думал, что мы точно разобьемся. А он едем влево, вправо. Я сидел сзади, рядом сидел Иванчич и говорил: расслабься, это нормально. Что касается города, летом я видел много хорошего. Там есть потрясающие парки. Люди там любят гулять. Я видел много детей. Вы знаете, мы живем в то время, когда, не знаю почему, но в Европе нет этой культуры. Быть родителем, гулять с детьми. А вот у вас есть это, и мне это нравится, потому что мой менталитет такой же, как у них. Бывало, я иду по городу, и некоторые дети узнают тебя, потому что ты работаешь в Тоболе. Они подходят, пожимают руку. Это замечательная культура. Браво родителям, это действительно удивительно. Еда там тоже очень хорошая. Было 2 или 3 ресторана в Костанае, куда я всегда ходил. Там очень хорошая ночная жизнь. Когда мне говорили, что в Костанае самые красивые женщины во всем Казахстане, я сначала не поверил, потому что когда я только приехал, я относился к нему как к маленькому городу. Но это не так. В Костанае живет 300 тысяч человек, но у меня не было такого ощущения. И действительно, у вас там много красивых женщин. Я нашел одну из них, как я сказал. Я очень горжусь этим. Для меня там было все хорошо. Я не могу сказать ничего плохого. Обычно в разговоре люди рассказывают только одну сторону. Говорят только хорошее. Но нет, я действительно не лгу. Я действительно говорю от всего сердца то, что я думаю. Да, плохие моменты бывают, но они очень быстро забываются, и остаются только хорошие моменты. Вот почему я так говорю. Это то, что я действительно чувствую. Вы мне сказали, что все здесь было создано всего за 4 месяца? Да, мы создали все это за 4 месяца. Мы работали целыми днями и ночами, чтобы создать это. Сейчас я все покажу. Это место, где игроки восстанавливаются, проходят терапию, когда они травмированы. Также зона отдыха, где они проводят время, смотрят телевизор, некоторые матчи лиги. Это место называется криосауна. Вы заходите сюда при температуре минус 180 и в течение 3 минут остаетесь внутри. Это лучшая машина для восстановления и реабилитации, чтобы быстрее восстановить игрока, потому что мы играем каждые 3 дня. Вот еще одно место, где мы проводим реабилитацию после игр или когда кто-то травмирован. Здесь сауна, холодная вода, бассейн, а также 5 велосипедов, которые мы кладем в бассейн, где они ездят. Это часть процедуры реабилитации, которую мы делаем после каждой игры. Также здесь гидромассаж. Это массаж с сильным напором воды. Игрокам, которые приходят сюда, нужно расслабиться, не думать даже о том, выиграл ли ты или проиграл. Им нужно дать отдохнуть своему разуму, расслабиться и быстрее восстановиться, чтобы быть готовыми к следующей игре. Вы уже сказали мне главный результат этой работы. На данный момент у вас нет травмированных игроков. Да, подобное происходит в «Цервене Звезде» впервые. Наша подготовка к сезону началась очень рано. Завтра у нас начинается Лига Чемпионов. Мы играем против ПСВ. У нас еще 2 игры до конца, и у нас есть шанс выйти в группу. Но все зависит от игроков. Как я сказал, впервые в подготовительном сезоне за 15 дней при тренировках дважды в день у нас была только одна травма. Но мы игрока вылечили, и когда мы вернемся сюда, вся команда будет готова к завтрашнему дню. Такое происходит в первый раз, и это показало мне, что есть результат, каким он должен быть.
Может быть, нам повезло, может быть, мы хорошо тренировались, но я должен сказать, что наша работа по части фитнеса, наши тренеры по физической подготовке, они делают потрясающую работу. Так что, когда наш штаб, медицинский и тренерский, как единое целое, тогда результаты приходят. Как я уже сказал, у нас нет никаких травм. Каждый игрок готов к завтрашнему дню. Поэтому я надеюсь, что мы победим завтра. Возможно ли создать такую инфраструктуру в Казахстане, если у них нет столько денег? Мое мнение, Казахстан очень богатая страна. На самом деле я видел это своими глазами. Никто не может мне сказать, что они не очень богаты. Некоторые умные люди считают, что можно просто привести иностранцев. Я был там. Не говорю, что я один из лучших, но если я здесь, на это и есть причина. Я был там, и у них был шанс. Я хотел показать им, как можно работать, понимаете? И им нужно привозить людей из Европы, чтобы обучать их и повышать их знания. Так что завтра, когда мы, как иностранцы, уедем из страны, у них останутся ребята, которые продолжат то, чему научились. Нужно все время инвестировать в людей. Если вы не инвестируете в персонал, в людей в персонале, я не вижу, куда вы можете пойти. Есть Астана, есть Кайрат, который имеет удивительные возможности на самом деле. Я никогда там не был, но я видел фотографии. Некоторые игроки показывают мне, у них были удивительные места. Почему они не выступают каждый год в Европе? Может быть, я чего-то не знаю. Может быть, нужно упасть, чтобы стать сильнее, или я не знаю. Но я сказал, что ключ к успеху для Казахстана — это постоянно инвестировать в знания, чтобы привлекать людей, у которых есть опыт, у которых есть знания, чтобы передать им свои знания и продолжать в том же духе. Иногда у вас может быть результат, иногда нет. Но если у вас нет результата, вы меняете людей. Я не видел стран таких, как Казахстан. Я слежу за вашей национальной сборной. Ваша национальная сборная была великолепна. В какой-то момент они победили несколько команд, которых никто не ожидал. Финляндия? Конечно, как пример. Это показало, что у вас есть потенциал, да. Но надо инвестировать. Потом и вы увидите, что у вас есть потенциал. Это наш путь, то, как мы растем. Нужно делать больше, инвестировать, 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 и тогда вы придете к вершине. Я на 100% уверен, что вы можете добиться успеха. Большое спасибо, желаю вам и вашей команде удачи завтра в игре. Это был Ненад Ковачевич, Цервена Звезда.